Лесных питомника республики попали в список лучших по стране. Рейтинг составлен Российским центром защиты леса по итогам исследований, проведенных в 2012 году. Всего было проанализировано состояние питомников в 72 регионов. Высокую оценку экспертов получили и наши лесовосстановительные хозяйства. Евгений Ракин знает, какие. 1305 лесных питомников обследовали за год специалисты Рослесозащиты, и только 14 из них показали достойные результаты по выращиванию посадочного материала и работе по лесовосстановлению. В числе лучших и 3 питомника из Коми, расположенные в Сыктывкарском, Сысольском и Ухтинском лесничествах. В ходе проверки эксперты Российского центра защиты леса учитывали объем посадочного материала, оснащенность, наличие инфраструктуры. Прежде всего, специалисты хотели понять реальное положение дел на сегодня. Ведь с 2007 по 2010 эта работа лесным кодексом не регламентировалась. В результате во многих регионах питомники сохранить не удалось. Это показала и проверка федералов. Ревизоры зафиксировали: техника изношена, складов не хватает, резко снизилась культура производства. И, собственно говоря, положение было, так сказать, таково, что мы питомники могли потерять. Потом в лесном кодексе лесные питомники возникли, и Роскос озаботился тем, чтобы понять, что происходит с лесными питомниками. Мы получили такое поручение. Руководители Роскоза и с помощью материалов собрали информацию, что происходит. Однако республике удалось сохранить площади и даже развить лесовосстановительный опыт. Сегодня в регионе 7 питомников, которые ежегодно отпускают почти 12 миллионов саженцев, что полностью отвечает всем потребностям восстановления лесного фонда Коми. В этом немалая заслуга и арендаторов. К примеру, лесопромышленный гигант на Вычегде открыл в Визинге новый тепличный комплекс по выращиванию сеянца хвойных пород с закрытой корневой системой. Анализ есть. И он показал, что в тех субъектах, в которых питомники сохранены, в которых используются современные технологии, техника используется, они дают хорошую всхожесть. Кстати, у нас хорошая всхожесть. Мы с 1 гектара получаем 1 миллион сеянцев. Это хороший результат. И вот такая работа была оценена на уровне всей страны. Теперь мы можем иметь аргумент в разговоре, в диалоге с федеральной властью о том, что на местах, когда применяются правильные методы, получается хороший результат. И этот результат должен быть достигнут, в том числе не вопреки законодательству, а благодаря нормальным нормам его. Скорее всего, в этом году в лесное законодательство будут внесены очередные поправки. В ближайшее время президент России соберет Государственный совет по развитию лесного комплекса. Возможно, на федеральном уровне учтут и опыт лучших питомников страны, в том числе и наших. Евгений Ракин, Олег Костромин, телеканал Юрган.